Добрый день, уважаемые участники и гости мероприятия. Мы рады приветствовать вас на награждении призеров чемпионата России по женской и вольной борьбе 2022 года, которые прошли в городе Наро-Каминск и в городе Кызыле. Слово для приветствия предоставляется министру по физической культуре и спорту Республики Саха-Якутия Леониду Николаевичу Спиридонову. Bütün kendinden gündüz sportsmenler, treynerler, dostluğunu söyleyiciler, bugün ötüm bu Beyker İlişki Şampiyonu Papa Şminigin adından ondan akselerler kampanya, Sakaya'nın Demir Solları kampanya, Beyker Kuraktayı Boğduran, bugünler yaptığın elbaf 600 sportsmen gelen Ketua Hajar Beyger Tombo Tustubut Sayyiditigar Ulakan Bukuraktehi Olup Bolar Ulan Beyger Tombo Kuraktehi Gelbakar Petrolcik Tarbutun Onda Tas Pasmenler Butun Bu Manda Galak Ketuutan Ekitik Istini Gagarda Bibit Ondan Bu Eder İktat Tarbutigar Beyger Tustub Tarbutigar Kolobur Boğdular Beyger Tom Indi Kem Tustu спортсменлар бар, окурду билген бейхан тустугуга эдер чаттарга Россия чемпионы бар, бүгүн Станислав Семенов, аны тагынан атөтү призеры бар, Альянс Тютүрүн, Европа призерлары, Юргун Скрябин, Эдуард Григорьев балдар, ондан быйыл Владимир Егоров Европа чемпионы болан келди. Bu sütte Ulakan sitiler, Hasbiti siti üretten, ona jarıktan keletiyetlerin barın. Ondan bu şübbe 5 günlerge, 5 yıl şübbe 5 günlerge Tıva Respublika'da Kızıl Korakka Beyge Rusiyavut çempionata Ömür Tustuluğu olan hasta. O çempionata Sakha Ulapları varanlarında bir sana var. Müddağ Jübük Tustuluğun belirli kırdırdılar. O kurdu Ayhan Antolov 6-15 kilo var. 5 kilo kıyahına hamay konkurentni kıyahına diyen bronze medalya olan çetiste. Onunla 10 kilogramga Beyger'den bir samay lider bu İran yerinin çempiyona bu Batum'day Atatata olmuş Ulakan Kurak'tayı çempiyona Victor Arasad'ın bir bronze medalya. Onun ağırdalan bile kadar Beyger oltadır. Beyger'den Victor'ga Ulakan'ı garanetmek bu duyduğu bir samay lider bolar. Olgun sport bolarından ta kimera kayıtta, kimera turukta, belendeliğe, yağ köreğe, elbette memenler bağlar. O tağdan bu Kasumovka hatırlanan tabii olgunlardan bu yıl Rusya Narodları Sportikatı bulundu. Atırca kaygar, Nemiktar Sajid anlatiyen belirlenen Beyten Erivançı'nın özellikle kullanmak denir. Ayhan Antonov'dan Rusya'ya 100 boğuta kileka bastırdım bolar. Ayhan'ın elbette totramanan elbette dergin İtalyan Avrupa Erşunlar Gökten Beyten ve Demirkacı'da şirket kalanlar sportsmen olkanların bu Rusya'ya 100 boğuta. Bilgin Beytiger Bastakı Ulukan Sitiyedin Amordo'ya getirdim var. Ona bugün bu oğlak köpünlerden bu tabutun ağırlığı görürler. Благодарственное письмо Министерства по физической культуре и спорту Республики Саха-Якутия вручается Аконишникову Александру Савельевичу, главному тренеру спортивной сборной команды Республики Саха-Якутия по вольной борьбе.
Министерством физической культуры и спорта Республики Саха-Якутия награждается Рассадин Виктор Сергеевич, мастер спорта международного класса, бронзовый призер чемпионата России. Благодарственное письмо Министерства физической культуры и спорта Республики Саха-Якутия вручается Константинову Артуру Константиновичу, старшему тренеру Республиканского центра спортивной подготовки сборных команд Республики Саха-Якутия, личному тренеру Рассадина Виктора, бронзового призера чемпионата России. Благодарственное письмо Министерства физической культуры и спорта Республики Саха-Якутия вручается Дмитриеву Ивану Ивановичу, заслуженному тренеру Республики Саха-Якутия, старшему тренеру Республиканского центра спортивной подготовки сборных команд Республики Саха-Якутия, первому тренеру Рассадина Виктора, бронзового призера чемпионата России. Грамотой Министерства физической культуры и спорта Республики Саха-Якутия награждается Антонов Айхан Аркадьевич, мастер спорта России, бронзовый призер чемпионата России. Благодарственное письмо Министерства физической культуры и спорта Республики Саха-Якутия вручается Яковлеву Будимиру Григорьевичу, заслуженному тренеру России, старшему тренеру Республиканского центра спортивной подготовки сборных команд Республики Саха-Якутия, тренеру Антонова Айхана, бронзового призера чемпионата России. Благодарственное письмо Министерства физической культуры и спорта Республики Саха-Якутия вручается Кантоеву Герману Степановичу, заслуженному мастеру спорта, старшему тренеру Республиканского центра спортивной подготовки сборных команд Республики Саха-Якутия, первому тренеру Антонова Айхана, бронзового призера чемпионата России. Грамотой Министерства физической культуры и спорта Республики Саха-Якутия награждается Назарова Сиви Юсиф Кызы, мастер спорта России, бронзовая призерка чемпионата России. Благодарственное письмо Министерства физической культуры и спорта Республики Саха-Якутия вручается Колотизникову Киму Кимовичу, заслуженному тренеру России, старшему тренеру Республиканского центра спортивной подготовки сборных команд Республики Саха-Якутия, личному тренеру Назаровой Сиви, бронзовой призерки чемпионата России. Министр Леонид Спиридонов. Сертификат на сумму 30 тысяч рублей вручается Рассадину Виктору Сергеевичу, бронзовому призеру чемпионата России по вольной борьбе в городе Кызыле. От имени Министерства физической культуры и спорта Республики Саха-Якутия и Государственного бюджетного учреждения Республики Саха-Якутия, Республиканский центр спортивной подготовки сборных команд Республики Саха-Якутия сертификаты вручает директор Михаил Дмитриевич Пахомов. Сертификат на сумму 30 тысяч рублей вручается Антонову Айхану Аркадьевичу, бронзовому призеру чемпионата России по вольной борьбе в городе Кызыле. Сертификат на сумму 30 тысяч рублей вручается Назаровой Сибиль Юсиф Кызы, бронзовой призерке чемпионата России по женской борьбе в городе Нарфаминске. От имени
Федерации спортивной борьбы Республики Саха-Якутия, призерам и их тренерам сертификаты вручает исполнительный директор Федерации спортивной борьбы Республики Саха-Якутия Владимир Александрович Карпенко. Сертификат на сумму 75 тысяч рублей вручается Рассадину Виктору Сергеевичу, бронзовому призеру чемпионата России по вольной борьбе в городе Кызыль. Сертификат на сумму 18 750 рублей вручается Константинову Артуру Константиновичу, тренеру бронзового призера чемпионата России по вольной борьбе в городе Кызыле Виктора Рассадина. Сертификат на сумму 11 250 рублей вручается Дмитриеву Ивану Ивановичу, первому тренеру бронзового призера чемпионата России по вольной борьбе в городе Кызыле Рассадина Виктора. Сертификат на сумму 75 тысяч рублей вручается Антонову Айхану Аркадьевичу, бронзовому призеру чемпионата России по вольной борьбе в городе Кызыль. Сертификат на сумму 18 750 рублей вручается Яковлеву Владимиру Григорьевичу, тренеру бронзового призера чемпионата России по вольной борьбе в городе Кызыле Антонова Айхана. Сертификат на сумму 11 250 рублей вручается Иннокентьеву Андрею Валерьевичу, первому тренеру бронзового призера чемпионата России по вольной борьбе в городе Кызыле Антонова Айхана. Сертификат на сумму 75 тысяч рублей вручается Назаровой Севинь Юсиф Кызы, бронзовой призерке чемпионата России по женской борьбе в городе Нарафаминске. Сертификат на сумму 18 750 рублей вручается Колодезникову Киму Кимовичу, тренеру бронзовой призерки чемпионата России по женской борьбе в городе Нарафаминске Назаровой Севинь. Сертификат на сумму 11 250 рублей вручается Суханову Дмитрию Владимировичу, первому тренеру бронзовой призерки чемпионата России по женской борьбе в городе Нарафаминске Назаровой Севинь. На этом торжественное награждение призеров чемпионата России по женской борьбе в городе Нарафаминске и призеров чемпионата России по вольной борьбе в городе Кызыле, Республика Тыва, завершается. Итак, уважаемые любители вольной борьбы, на центральном ковре финальные поединки открытого всероссийского турнира по вольной борьбе среди юношей Ю-15 в честь олимпийского чемпиона, трехкратного чемпиона мира, заслуженного мастера спорта СССР Павла Павловича Пенигина на призы акционерного общества акционерной компании «Железные дороги Якутии». Борьба за первое место. Весовая категория до 24 килограммов. Приглашаются Толя Ермаков, Тампонский район, Артем Попов, Амгинский РУС.
Поединок весовой категории до 24 килограммов. Поединок за первое место ведут красным трико представитель команды Тамбовского района Толя Ермаков, его соперник синим трико, представитель команды Английского вуза Артем Попов. С явным техническим преимуществом победу одержал Толя Ермаков, Тамбовский район, и занимает первое место в весовой категории до 24 килограммов. На центральном ковре борьба за первое место в весовой категории до 28 килограммов. Приглашаются Эрнест Семенов, Чаровчинский вуз, Баир Михайлов, Вилюйский вуз. Борьба за первое место, весовая категория до 28 килограммов.
В весовой категории до 28 килограммов чистую техническую победу одержал Баир Михайлов, Бирюйский Рус, и занимает первое место в весовой категории до 28 килограммов. Р.С. Семенов, серебряный призер соревнований. На центральном ковре борьба за первое место в весовой категории до 32 килограммов. Приглашаются Руслан Ивакин, Биробиджан, Руслан Шарапов, Республика Бурятия. На центральном ковре чистую победу на туше одержал Руслан Шарапов и занимает первое место в весовой категории до 32 килограммов. Руслан Ивакин, серебряный призер весовой категории. На центральном ковре борьба за первое место в весовой категории до 35 килограммов. Приглашаются Гоша Неустроев, Чурапчинский ВУЗ, Алихан Баланкоев, Ингушетия. В весовой категории до 35 килограммов чистую техническую победу одержал Алихан Паланкоев, Ингушетия, и занимает первое место в весовой категории до 35 килограммов. На центральный ковер приглашаются борцы весовой категории до 38 килограммов Эрхан Куличкин, Арьян Винокуров. Борьба за первое место представителей города Якутска. Замыкание лыж. О, не, Да?
Поединок за первое место весовой категории до 38 килограммов ведут в красном трико представитель команды города Якутска Эрхан Куличкин. Его соперник в синем трико представитель команды города Якутска Арьян Винокуров. Борьба за первое место, весовая категория до 38 килограммов. В весовой категории до 38 килограммов победу одержал Эрхан Куличкин, город Якутск, и становится победителем весовой категории до 38 килограммов. На центральный ковер приглашаются борцы весовой категории до 41 килограмма, борьба за первое место. Приглашаются Дарши Тугаров, Забайкальский край, Нюркун Чебизов, город Якутск.
На центральном ковре весовой категории до 41 килограмма поединок за первое место ведут в красном трико представитель команды Забайкальского края Даржи Дугаров, его соперник в синем трико представитель команды города Якутска Нюргун Чемизов. В весовой категории до 41 килограмма победу одержал Даржи Дугаров, Забайкальский край, и становится победителем весовой категории до 41 килограмма. На центральный ковер приглашаются борцы весовой категории до 44 килограммов. Приглашаются Константин Талащук, Нюрбинский район, Ярик Евловский, Мегино-Камбаласский УС. Борьба за первое место.
Поединок за первое место в весовой категории до 44 килограммов ведут в красном трико представитель команды Людвинского района Константин Канащук. Его соперник в синем трико представитель команды Мигина Карпаласского вуза Ярик Евловский. В весовой категории до 44 килограммов победу одержал Ярик Евловский, Мегино-Карпаласский вуз. Итак, на центральном ковре борьба за первое место. Весовая категория до 48 килограммов. Приглашаются Роман Кириллин, Эльдар Поднебесов, представители команды Сунтарского вуза. В весовой категории до 48 килограммов чистую победу на душе одержал Роман Кириллин, Сунтарский вуз, и становится победителем весовой категории до 48 килограммов.
Эльдар Поднебесов, серебряный призер соревнований. На центральном ковре борьба за первое место, весовая категория до 52 килограммов. Приглашаются Илья Костенич, Беларусь, Максим Григорьев, Усть-Алданский, Русь. Sama. Bakın. Sıdağında. Sıdağında. Ya disiplin de var. Sama bakın. Тут гевари не бarte. Поединок за первое место в весовой категории до 52 килограммов ведут в красном трико представитель команды Белоруссии Илья Костенич. Его соперник в синем трико представитель команды Усть-Алданского УНУСа Максим Григорьев. Борьба за первое место, весовая категория до 52 килограммов. Красный паси!
весовой категории до 52 килограммов победу одержал Максим Григорьев, Усть-Алданский УЗ, и занимает первое место в весовой категории до 52 килограммов. На центральном ковре борьба за первое место в весовой категории до 57 килограммов. Приглашаются Нюргун Степанов, Чурапчинский УЗ, Айкар Марков, Мигино-Кандаласский УЗ. Чистую техническую победу одержал Айкар Марков и становится победителем весовой категории до 57 килограммов. На центральный ковер приглашаются борцы весовой категории до 62 килограммов. Приглашаются Артур Попов, Чурапчинский УЗ, Анатолий Иванов, Сунтарский УЗ. На ковер приглашаются Артур Попов, Чурапча, Анатолий Иванов, Сунтарский УЗ.
На центральном ковре борьбу за первое место весовой категории до 62 килограммов ведут в красном трико представитель команды Черопчинского вуза Артур Попов, его соперник в синем трико представитель команды Сундарского вуза Анатолий Иванов. Попов! Леонардо! Bakıyorum bir. В весовой категории до 62 килограммов чистую техническую победу одержал Анатолий Иванов, Сундарский вуз, и становится победителем весовой категории до 62 килограммов. На центральном ковре борьба за первое место весовой категории до 68 килограммов. Приглашаются Артур Кузьмин, Черопчинский вуз, Дима Павлов, город Иркутск, параллельный зачет, Усть-Алданский вуз.
весовой категории до 68 килограммов. Поединок за первое место ведут в красном трико представитель команды Чарапчинского УСа Артур Кузьмин. Его соперник в синем трико представитель команды города Иркутска, параллельный зачет Усть-Алданский УС Дима Павлов. Артур, ребят! Здравствуй, Пасик! Вытолкни его! Анята! Артур! Келетел, Анята! Асырла, асырла! Келетел, келетел! Аспатал! Аспатал, Приятно! Отошелся! Тут! Право! Верно, верно! Верно, верно! Право! Тут! Руки бросай! В весовой категории до 68 килограммов победу одержал Дима Павлов, город Якутск, параллельный зачет Усть-Алданский УС, и становится победителем весовой категории до 68 килограммов. На центральном ковре борьба за первое место весовой категории до 75 килограммов. Приглашаются Аял Дьячковский, Чурапчинский УС, Егор Дзюба, Биробиджан. Аял, тол-толда! Сырьянда! Аттармала! Аял, бол сырьяндаға! Аял, Борис! Тол-толда, аял! Аттарма! Толда! Сырьянда! Тол-тол! Тол-тол! Дәріптерма, дәптер!
Ettirsen. Bak. В весовой категории до 75 килограммов чистую техническую победу одержал Егор Дзюба, Биробиджан, и становится победителем в весовой категории до 75 килограммов. На центральном ковре борьба за первое место в весовой категории до 85 килограммов. Приглашаются Вова Басов, Чурапчинский вуз, Эльчин Журков, Мегино-Кангаласский вуз. Уважаемые призеры, победители, просьба построиться для проведения церемонии награждения. Уважаемые призеры, победители, просьба построиться для проведения церемонии награждения. Молодец. Браво, молодец. Браво. Это козла. Браво. Браво, молодец. Чисто. Стучи вот туда. В весовой категории до 85 килограммов победу одержал Вова Басов, Чурапчинский вуз, и становится победителем в весовой категории до 85 килограммов. Завершающий поединок на центральный ковер приглашаются борцы весовой категории до 100 килограммов. Айхан Кривошапкин, Кангаласский вуз, Артур Кузьма, Биробиджан. Борьба за первое место. Борьба за второе место. Уважаемые победители, призеры, просьба построиться для проведения церемонии награждения. Построение с правой стороны сцены.
Кавятера не надо. Вот что нужно. Серьезно. Это даже, пускай еще. Все камни. Поединок за второе место в весовой категории до 100 килограммов ведут в красном трико представитель команды Анбаласского УСа Айхан Кривошапкин. Его соперник в синем трико представитель команды Биробиджана Артур Гузман. В этой весовой категории первое место занял Александр Зеленчук, Тамбовский район. Уважаемые призеры, победители, просьба построиться для проведения церемонии награждения. После данного поединка состоится церемония награждения.
Послушайте информацию. Завтра взвешивание в 8 часов утра. Соревнования начнутся с 12 часов. Взвешивание с 8 утра. Соревнования начнутся с 12 часов. Завтра взвешивание с 8, соревнования с 12. В весовой категории до 100 килограммов второе место занял Айхан Кривошапкин, Анталасский вуз. На этом финальные поединки завершились. Через несколько мгновений церемония награждения.
Здравствуйте. Добрый вечер, уважаемые участники, судьи и гости. Начинаем торжественную церемонию награждения победителей и призеров открытого всероссийского турнира по вольной борьбе среди юношей У-15 в честь олимпийского чемпиона, трехкратного чемпиона мира, заслуженного мастера спорта СССР Павла Павловича Деникина на призы акционерной компании «Железные дороги Якутии». Весовая категория до 24 килограмм награждается за третье место Сергеев Диас, город Якут. Награждение проводит Алексей Александрович Местников, заместитель генерального директора по стратегическому развитию, руководитель представительства города Якутске, акционерной компании «Железные дороги Якутии». Третье место Сергеев Диас, город Якут. Третье место Потапов Ирема, Амга.
Второе место Попов Артем, Амга. Ермаков Толя, команда Тамбовского вуза. Победитель до 24 килограмм Ермаков Толя награждается спецпризом от Павла Павловича Бенигина. Приглашаются победители до 28 килограмм. До 28 килограмм. Третье место Намаконов Данил, Забайкальский край, Львов Ян, Вилюйский вуз. Второе место Семенов Эрнест, Чурапчинский вуз, Михайлов Баир, Вилюйский вуз. Олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира, заслуженный мастер спорта СССР Павел Павлович Пенигин. Награждение проводит олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира, заслуженный мастер спорта СССР Павел Павлович Пенигин. Победитель весовой категории до 28 килограмм награждается спецпризом от Павла Павловича Пенигина.
Приглашаются победители до 32 килограмм. Гусев Роман, Исагоров Радомир, Ивакин Руслан, Шарапов Руслан. Третье место. Гусеев Роман, Бурятия. Исагоров Радомир, Биробиджан. Ивакин Руслан, Биробиджан. Первое место Шарапов Руслан, Бурятия. Награждение проводит первый заместитель директора Республиканского центра подготовки спортивного резерва Александр Александрович Платонов. За первое место победителю вручается спецприз от Павла Павловича Пенигина. Весовая категория до 35 килограмм. Третье место. Павликов Антон, город Якутск. Чоросов Неркун, Верхнеудильская команда. Невестроев Гоша, Чурупчинский УВОЗ. Первое место. Полоненков Алихан, Ингушетия. Награждение проводит Контоев Александр Степанович, заместитель директора училища Олимпийского резерва имени Романа Дмитриева, мастер спорта международного класса. Специальным призом награждается Полонтоев Алихан, спецприз от Павла Павловича Пенигина.
Богдан, Черепчинский ВУЗ. Третье место Сенцов Андрей, Черепчинский ВУЗ. За второе место Винокуров Арьян, город Якутск. Первое место Куличкин Эрхан, город Якутск. Награждение проводит Павлов Михаил Дмитриевич, директор Республиканского центра спортивной подготовки сборных команд. Специальный приз чемпиону вручает Павел Павлович Пеникин. Весовая категория до 41 килограмм. Третье место Павлов Леонид, Султанский ВУЗ. Ильясов Никита, третье место Черепчинский ВУЗ. Второе место Чемизов Нергон, город Якутск. Первое место Угаров Джорджий, Забайкальский край. Награждение проводит Симцев Степан Петрович, заслуженный тренер Российской Федерации и Республики Саха-Якутия, старший тренер по вольной борьбе среди юношей УЮ-17. Специальный приз чемпиону вручает Павел Павлович Пеникин. Приглашаются призеры до 44 килограмм.
Третье место Максимов Гена, Чурапчинский вуз. Третье место Прокопьев Миша, Ангаласский вуз. Второе место Конощук Константин, Нюрбинский вуз. Первое место Яворский Ярик, Нижегородский вуз. Награждение проводит Алексей Александрович Местников, заместитель генерального директора по стратегическому развитию, акционерная компания «Железные дороги Якутии». Специальный приз чемпиону вручаем Павел Павлович Пенигин. Приглашаются победители весовой категории до 48 килограмм. Третье место Ишонов Тюмен Джангар, Бурятия. Третье место Мезников Кюнтюр, Чурапчинский вуз. Второе место Поднебесов Эльтар, Султанский вуз. Первое место Кириллин Роман, Султанский вуз. Награждение проводит первый заместитель директора Султанского центра подготовки спортивного резерва Александр Александрович Платонов. Победители до 52 килограмм. Третье место Винокуров Артем, Амгинский вуз. Третье место Корнилов Александр, Нюрбинский вуз. Второе место Костенич Илья, Беларусь. Первое место Григорьев Максим, Усалданский вуз. Награждение проводит олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира, заслуженный мастер спорта СССР Павел Павлович Пенигин.
Специальный приз чемпиону вручает Павел Павлович Минигин. Приглашаются призеры до 57 килограмм. Третье место Арьянов Данил, Меганокангаласский луз. Третье место Попов Герман, Чоропчинский луз. Второе место Марков Айка, Меганокангаласский луз. Первое место Степанов Юргун, Чоропчинский луз. Награждение проводит Пантоев Александр Степанович, заместитель директора училища Олимпийского резерва имени Награждение проводит Пантоев Александр Степанович, заместитель директора училища Олимпийского резерва имени Романа Михайловича Дмитриева. Награждение проводит заместитель директора Республиканского центра подготовки спортивного резерва Александр Александрович Платонов. Первое место Марков Айка, Меганокангаласский луз. Второе место Степанов Миркун, Чоропчинский луз. Специальный приз чемпиону вручает Павел Павлович Минигин. Приглашаются призеры до 62 килограмм. Третье место Егоров Руслан, Чоропчинский луз. Третье место Федоров Денис, город Якутск. Второе место Попов Артур, Чоропчинский вуз. Первое место Иванов Анатолий, Сунтарский вуз. Награждение проводит Пахомов Михаил Дмитриевич, директор Республиканского центра спортивной подготовки сборных команд. Награждение проводит Пахомов Михаил Дмитриевич, директор Республиканского центра спортивной подготовки сборных команд.
Специальный приз чемпион вручает Павел Павлович Пенигин. Приглашаются призеры 68 килограмм. Третье место Липов Артем, Биробиджан. Третье место Старостин Юра, Черчинский вуз. Второе место Кузьмин Артур, Черчинский вуз. Первое место Павлов Дима, город Якутск, Усалда. Награждение проводит Симцев Степан Петрович, заслуженный тренер Сельской Федерации Республики Саха-Якутия, старший тренер по вольной борьбе среди юношей Ю-17. Специальный приз чемпиона вручает Павел Павлович Пенигин, а также награждается Кузьмин Артур, спецпризом от братьев. Победители 75 килограмм. Третье место Иванов Емельян, Юрбинский вуз. Третье место Семенов Тимур, город Якутск. Второе место Дельшковский Аял, Черчинский вуз. Первое место Дзюба Егор, Биробиджан. Награждение проводит старший тренер Ю-17 Республики Саха-Якутия Симцев Кузьма Анатольевич. Специальный приз чемпиона вручает Павел Павлович Пенигин.
килограмм. Третье место Семенов Александр, Верхоянский луз. Жирков Эрчим, Меганокангаласский луз, третье место. Второе место Абрамов Сахаян, Меганокангаласский луз. Первое место Басов Вова, Черепчинский луз. Награждение проводит Алексей Александрович Вестников, заместитель генерального директора по стратегическому развитию АО акционерной компании «Железные дороги Якутии». Олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира, заслуженный мастер спорта СССР. Приглашаются призеры до 100 килограмм. Третье место Гузман Артур, Биробиджан. Третье место Николаев Михаил, Мюквинский луз. Второе место Карабажанкин Айхан, Хангаласский луз. Первое место Зеленчук Александр, Томпонский луз. Награждение проводит олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира, заслуженный мастер спорта СССР Павел Павлович Пенигин. Специальный приз чемпиона вручает Павел Павлович Пенигин, олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира.
В номинации «Красивый бросок» награждается Попов Артем, Амкинский вуз. Награждение проводит Алексей Александрович Пестников, заместитель генерального директора по стратегическому развитию акционерной компании «Железные дороги Якутии». В номинации награждается Попов Артем, Амгинский вуз. В номинацию «За волю к победе» награждается Полонхоев Алихан, Ингушетия. В номинации «За красивую сдержанную схватку» награждается Костенич Илья, Белоруссия. В номинации «За красивую сдержанную схватку» награждается Григорьев Максим, Русалтанский вуз, 52 килограмма. В номинации «За волю к победе» награждается Полонхоев Алихан, Ингушетия. В номинации «Лучший судья» награждается Аржаковский город, Чуравчинский вуз. В номинации «Лучший тренер» награждается Яковлев Николай Григорьевич.
Город Якутск. В номинации «Лучший борец» награждается Иванов Анатолий, Сумтарский вуз.
Bas.